Так, салам алейкум, мир вам. Ребят, фикс прайс. Фикс прайсе больше я не работаю. Уволили меня. Я просто не знал, что я попал в ментовское гнездо. Вот. Саламу алейкум, мир вам, уважаемые подписчики. Так, ребят, сейчас я расскажу подробности, что как было. Как устроился на работу. Чисто случайно увидел объявление на двери, заходя в магазин Fix Price 12 января, да. И подошел администратор, сказал, я хочу устроиться на работу. И меня взяли, короче, сказали 14 приезжай. Так, поехал, я работал. Прежде чем рассказать в подробностях о ситуации, хотел бы сказать, что в магазине работают еще 5 сотрудников. Вика, Виктория, Наташа, то есть Наталья, Даниэль, Олег и Ира. И администратор магазина. То есть вот эти ребята, которые имена перечислил, таких рабочих я еще не встречал в магазинах. То есть я это говорю от души чисто. Ребят, я вам желаю удачи. Данил, особенно тебе. Такие приветливые ребята. Посетители встречают только с улыбкой. Но люди, заходящие в магазин, наверное, думают, что они довольны своей работой и зарплатой, и администратором. Но на самом деле там такие жуткие правила. Я впервые слышу, что такие правила есть в Fix Price. То есть в Москве нету такого, но у нас есть. Потому что у меня знакомый подписчик работает в Москве в Fix Price, точно так же, как я, контролер. И там можно сесть в стул, то есть присесть можно. Вот в нашем магазине в Волгоградской области, в Клецком районе, вот в столице Клецке, кассирши 12 часов, представляете, 12 часов они на ногах. То есть первый же день им директора, то есть начальник, который приезжает с города Серафимович, не знаю я, какие-то Мария, Марина, не знаю, как ее зовут. Она забрала стулья у них и сказала, будете стоять целый день. То есть они стоят на ногах 12 часов. Перерыв 15 минут, 10 минут на обед и все. Им не разрешают сесть. Но они работают. Они посетителей встречают с улыбкой. Вот сами посетители знают это. Если вы смотрите мой канал посетитель Fix Price, пишите в комментариях, как они вас встречают. Вот так вот. А на самом деле они до такой степени устают, что не могут стоять на месте. Они преклоняются к стойке, где они, то есть, принимают вот этот товар на стол. Не могут стоять на ровном месте. Устают целый день. И вот так вот. А администратор магазина обращается с ним до такой степени хамски, грубо. То есть и посетители это заметили. То есть она, вот администратор этого магазина. То есть вы сами подумайте. Семья ментов, жена мента, дочь мента. Как воспитали. Отдавать приказы воспитали. Считать всех быдло. Подчинять всех. То есть такое воспитание ментовской семьи. И она, короче, отдает приказы, там, грубит на сотрудников. Вот на этого там кассиршу, там еще зам администратора. И охранник тоже есть там, девчонка.
Вот такое вот отношение. И ребята терпят, потому что работы нету, выбора нету. Жить-то надо, кушать-то надо. Газ надо платить, воду надо платить, энергии надо платить. Воздух тоже надо платить, маски надо одевать. То есть за все надо платить, вот поэтому им приходится пахать. У них другого варианта нету. То есть в другом месте работы нету. Вот так вот. И был такой случай, не раз был такой случай. То есть моя задача в магазине, мне сказали, посетителям сказать, одевайте маску, и чтобы я наблюдал за ними, чтобы ничего не своровали. Я исполнял свою работу четко. И именно в наш магазин, вот в Экспресс, часто заходили вот эти штрафовщики, менты, штрафовали людей. И своих знакомых отпускали. Просто кивали головой и здоровкались без маски, то есть своих знакомых не штрафовали, отпускали. А всяких простых бедных людей, которые приезжали со всего района, с хутора, их оштрафовали. Я им подходил несколько раз, я им сказал, отпустите, они же, у них не было масок. Да. Ну, они меня не слушали, кто я такой, туда-сюда, короче, мы делаем свою работу и штрафовали. То есть явно видно, люди небогатой семьи, приехали в район, увидели, что новый магазин открылся, заходили, они их штрафовали. И видно на их лицах от людей, короче, что как они, то есть, как им это обидно, что их штрафуют. Да вот, там, не знаю, 1500, 5000 штраф там. И в этот день, вот, 19, по-моему, было февраля, или 20, сейчас точно не помню, заходит один мужик, и мент ходит по магазину. Я ему подхожу и говорю, слушай, одень маску, а то тебя могут оштрафовать. То есть сначала расскажу, короче, что было после этого, чтобы понятно было. Короче, мне после этого случая звонит администратор. О, туда-сюда, короче, ты должен их не пропускать без маски, туда-сюда, короче. Я говорю, слушай, моя задача их предупреждать, чтобы они одевали маску, а не принуждать. Нет, говорит, ты должен их принуждать, не пропускать без маски. Я говорю, если менты сами пропускают без маски, я их тем более не буду, говорю, принуждать, чтобы они одевали маску. Я предупреждаю, но не принуждаю. Потом вы хотели, чтобы я грубо относился людям, короче, чтобы потом, короче, говорили плохой чеченец. Нет, такого не будет. Но я не настолько глуп, чтобы вот этот хренью заниматься. Моя задача предупреждать людей. Я ходил в маске. Вопрос не в этом. И заходит этот, я его предупреждаю, короче, человека, одеваю маску. Он говорит, а это мой знакомый, говорит, мент. Ну, раз знакомый, короче, поехали тогда. И они встречаются глаз на глаз. И мент ему кивнул головой, здоровался, и тот здоровался. Они проходят. Он его не штрафует. То есть я тут не сдержался, то есть я не мог вот это уже терпеть. Хотя бы, как у нас ислам гласит, если ты увидишь порицаемое, убери, то есть помешай им рукой. Если у тебя не получится рукой, то слово скажи. Если слово не получится, хоть сердцем ненавиди это. То есть я сказал всего лишь слово, я ему сказал, слушай, ты штрафуешь бедных, простых людей с хуторских, а вот этих своих знакомых пропускаешь. Ты же на службе, говорю, ты же при исполнении, ты должен штрафовать всех. Почему ты пропускаешь их? То есть это я знаю свою работу, ты делай свою работу, туда-сюда, короче. И все, короче, не оштрафовали его.
Потом приехал администратор, говорит мне, короче, ты не делаешь свою работу, ты обязан всех остановить, кто без маски не пропустить. Я говорю, слушай, если менты не могут оштрафовать своих знакомых, я за что буду их принуждать, короче, чтобы они одевали маску, если менты не могут им одеть. Я это не буду делать, говорю. Сегодня я работаю здесь, завтра нет. То есть из-за того, чтобы не терять вот эту зарплату, то есть чтобы не терять работу, я не буду всякие пакости делать. Мне с этим народом жить дальше. Я не буду это делать. Потому что работа сегодня есть, завтра нету. А людьми жить надо дальше. Они будут меня ненавидеть, плохой чеченец, злой чеченец. Вы из меня хотите делать злым чеченцем. У вас это не получится. Я не такой уж дурак. Вот так вот. И, короче, ты не носишь маску туда-сюда. То есть и полный ересь несет. Честно говоря, когда я устроился на эту работу, если бы я знал, что там администратор, вот эта семейка ментов, я туда не пошел бы, потому что я с ними не дружусь. Я вырос среди народа простого, на стройках, на базарах, где бы я ни был, я с народом был всегда. Не хочу остаться с народом. Какой бы республике, какой бы стране я ни жил, я всегда буду на стороне народа, чтобы они знали дальше. Я еще хочу обратиться к прокуратуру Волгоградской области, чтобы они занимались этим вопросом. Так, что было дальше? Потом на следующий день, где-то в обед, не помню сейчас, мне звонит, короче, начальник охраны. То есть там организация охраны отдельно, и начальство магазина отдельно. Звонит мне начальник охраны, говорит, короче, я узнал все, короче, по тебе. Ты, оказывается, был прав, то есть ты был невиновен. Ты почему мне не позвонил? Я говорю, как я по тебе позвоню, если у меня твой номер нету. Там тебе не дадут работать, вот эта семейка. Если хочешь, говорит, я тебе устрою в другом месте на работу. У нас пока свободное место есть в Серафимовиче, в Волгограде, и еще где-то, я не помню сейчас. Хочешь, я тебе туда устрою. Сохрани мой номер, в любое время позвони. Если обдумаешься, приезжай, короче, я тебе устрою на работу. Ты нормально работал, ты нормальный человек, мне говорит начальник охраны. И мне в душе стало спокойно. Потому что про меня они могли рассказывать всякие пакости, как они любят менты, распускать сплетни про меня, сделать меня, как обычно, злодеем. Чтобы вот это не получилось, вот это я видео решил снимать. Ребят, чтобы донести видео до нужных структур, это очень важно. Когда люди вставляют больше лайков, видео приходит даже тем людям, которые даже не подписаны на наш канал. Ставьте лайк, ребят, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вы думаете. В концовку я хотел бы добавить, ребят, еще пару слов. Если вы хотите найти нормальных рабочих, я вам рекомендую, возьмите на работу вот этого Данила Кириенко, Наташа, то есть Наталья, и Вика, Олег и Инна. Они очень хорошие работники. Так, ребят, эта концовка у меня получается очень длинной, но я прошу вас подписаться на мой канал, поддержать с лайком, комментарием, напишите свои мысли, поделитесь с друзьями по WhatsApp, не знаю там. Попробуем восстановить справедливость. Ассаламу алейкум, мир вам и вашему дому.
Наташа, отпусти человека, пожалуйста. Он ни в чем не виновен. Зарей уходила опять, о Аллах, на тебя уповая, на Гиура, но горская рать, снова кровь, и своя, и чужая, слившись с гор, ручейком не стекла, не давал им двуглавый покоя. Смерть вечна к ним с севера шла, не давал им двуглавый покоя. Смерть вечна к ним с севера шла. Свобода или смерть, был слышен крик врага. Свобода или смерть, да поможет нам. Свобода или смерть, был их боевой девиз. А ты не понял, царь, что это не каприз. Сколь юнцов радость жизни познать, не успев, пала в битвах одна. Сколь из них после боя на бурках в аул приносили всегда. Сколько слез матерей проливалось на трупы тех отважных сынов.